в целом, чтобы показать. А, вон там еще патруль Башкана. Здесь у нас цех, мы выехали. Все они разбили, все, толпа. Если бы мы попали, не знаю, что бы было. Вон, посмотрите, вон те дома. Смотрите, мы еле как спаслись. Мы еле детей забрали в машины, еще за нами гонятся вот с такими камнями. Ай, Хач, ты давай догоняй, убивать их надо. А за что? Посмотрите. Посмотрите машины. Это Они вчера прям лозунгами кричали. зачем так жить? Ну, уйдем. Машина возле стояла, машину разбили, в общем, окна разбили. Вон. Толпа человек 300 или 500, я не знаю, сколько там их было. Все, мы туда, детей, внуков, я пока в соседний огород туда, они гуртой прошли, в общем, по этой улице все разбили. Ломали, крушили все подряд. Да. Вот здесь даже камень застрял, гранитный камень. Вот. Туда, вот стеклянник. Здесь разбили, короче, он заклеил. Пока время. Вот смотри, вот. Еще. Камни еще. И наша машина тоже работает. Ну, дети по 14, по 15 понравились. Причем весь народ всех. Просто разбирается следствие. На это суд, прокуратура, следствие, милиция есть. ГКНБ есть, как в конце концов. Они также гуртой ходить, всех громить, всех винить и не винить, ни в каких любых грехах обвинять. Весь вот так, турки такие, такие плохие, как... В любой нации, в доме, семья даже один урод бывает. Ну, наказывай его, зачем всех там громить? Я не знаю, как в дикие времена. Люди пришли к единству, согласию, потому что им здесь жить, им здесь трудиться, им здесь дальше растить детей и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня старейшины села, сегодня старейшины и молодежь Урокского аймака пришли к единому, чтобы дальше не было таких беспорядков, чтобы дальше не было непониманий, поэтому пришли к единому согласию. Единое согласие то, что и обе стороны и не имеют каких-то претензий друг к другу, а будут жить в согласии, в мире и благополучии. Давай.